Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел в гости ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук Иван Христофоров. Иван, приветствую. Доброго. Познакомься с Семеном. Спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу. Я вижу, ты принес очень чего-то много, это классно, любим мы покушать. Что принес, что будем готовить? Да, будем готовить мясо в фольге. Так. И гарнир это запеченные овощи. Ага, а мяса очень много. Какой вид мяса, что это такое? Да. В общем, здесь два вида. Классический это жеребятина, Ага. готовится она очень сочная. Но Ага. здесь, чтобы попробовать и то, я принес и жеребятину, и сахатину. Сахатину, Да. лось, круто, дичь, значит охотник. Да. Коллега. И наукой занимаешься. Бывший коллега. Это я имею в виду, да. Хорошо, давай начинаем. С чего начинаем? Я думаю, чтобы успеть ко времени, необходимо начать вначале с овощей, потому что мясо, она все равно должна отдохнуть в холодильнике там где-то час, и потом тоже час где-то выпека. Дойти, да. Дойти, да. Поэтому Хорошо, давай начнем тогда... с овощей. Так, каких именно? Да. Сначала, наверное, Морковку, да. Морковку. Да, Семен может тебе помогать, руководи. Ну, я видел, что вы Да, до съемок уже вначале что-то там съемок обсуждали, уже Да, знали, обсуждали. кто что будет делать. Я пока баклажаны можно? Да, Иван, ты тогда бери за баклажан. И вопрос сразу только, почему выбор пал... Держи. Ножичек, ага. Выбор пал именно на это блюдо? Вообще, как по готовке сам? Ну, в целом, я думаю, любой полевик, там, геолог, геофизик умеет хорошо готовить, потому что приходится... Вынужденно, Да, может быть, даже, да? Вне зависимости от должности, там Ага. есть определенное, допустим, дежурство, которое, если дежурным назначается, там, неважно, начальник там, или там просто инженер-техник, геолог, то там необходимо готовить. И приходится готовить на костре. Любое блюдо на костре, конечно, вкуснее, но тем не менее... Ну, особенно на природе всегда. Ты приходишь голодный, на полях был, да? Получается, Да. очень много раз. Но там всегда, обычно, когда готовишь, все гениально просто. То есть, грубо говоря, там... Просто вкусно. Да, просто вкусно. Просто вкусно. Поэтому это блюдо, скорее всего, подойдет именно в выходной день, когда есть возможность, есть время, есть возможность там творчески подойти к блюдам. Мгм. Так, это вот крупно нарезаем. Так, и уже откладываем, да? Хорошо, да. Теперь, пожалуйста, Иван, расскажи немножко о себе. Ну вот, мы эту рубрику, шутя, я тебя предупреждал, называем «Как же ты дошел до жизни такой?» Да. Ну, это очень длинная история, но если коротко, Если можно... очень коротко. Да, коротко. Телезрителям Ключевые объясни. моменты, да, Ага, это какие? все равно, если ключевые моменты, это блоки, это школа, университет и после. Да. В школе, конечно, это учителя. И мне очень повезло на моих учителей. Это в начальных с 1 по 3 класс. Это Муза Викторовна Винокурова. Это опытный педагог. Ей тогда еще было, когда мы учились. Где ты учился? Да, в 23-й школе, Ага, средняя образовательная школа, да, номер 23. И она уже моих одноклассников родителей учила. То есть ей было где-то более уже около 60 лет, и опытный. И, конечно, первый учитель дает начало, то есть именно познание. Далее мне повезло, учитель математики был. Тягу к учебе, Да, тяга к учебе. прилежание. Да, безусловно. Как относиться? Да. Сейчас она- Важность. Да. Важность. Именно вот начало, как бы, именно действительно тяга познания, это очень важно, потому что, в принципе, вот до школы в детсаде я уже знал таблицу умножения, вычислял там, решал задачи, у меня сестра старшая училась во 2 классе, я уже ее решал, но вот именно первый учитель дает многое. И вот она сейчас есть в Москве, и вот буквально 28 января было день рождения, мы каждый год отправляем цветы, то есть дарим подарки нашим классам, то есть Ну, круто. не забываем. Ей Очень добрая 92 традиция. года, да. Дальше это Баракова Татьяна Геннадьевна, это учитель математики. Конечно, без математики я бы не смог поступить в РФМШ. То есть после 8 класса я поступил Тогда было РФМШ, который Да. сейчас РЛ, потом сейчас РЛИ. Да, там был экспериментальный класс, 9 класс, который отбирали из городских школ. И те был очень большой конкурс, трехступенчатый. И благодаря вот знаниям по математике, вот, кстати, физика, там было 3 вступительных экзамена, то есть физика, математика было 3 раза. И когда я сдавал, там как раз Виктор Филиппович Потапов, это будущий потом был моим учителем, физику я расписал, я не знал формул, потому что у нас в средней школе там физика в 8 классе
плохо, ну, там не бывало учителей. И там я все задачи решил письменно. То есть я не знал формулы, я просто расписал на 18 страниц задачи письменно. Ну, графиками, рисунками. Некоторые формулы, конечно, простые я знал, но тем не менее некоторые задачи я решал именно письменно и прошел. 15 человек поступило как раз. Третий этап это был уже обучение в течение недели. И вот дальше, конечно, РФМШ это очень мощная, сильная школа. Ну да. Да, это учителя, до это, сих конечно, пор. да. Вот. Это Потапов Виктор Филиппович, народный учитель Российской Федерации. Это учитель физики. Вот я физический класс закончил. Это Миронова Аиза Николаевна, к сожалению, царствие небесное, но вот именно математику она очень мощно дала. И вот значит, я когда учился в школе, это уникально. То есть, чтобы подтянуться, ну, то есть дойти до уровня там, олимпиадников и так далее, мне приходилось до 3 до 4 ночи решать задачи. То есть там давали не по задачам, а давали по страницам. Допустим, со 131 по 137 задачи все решить надо. Да. Ну, да, это вот школа. Конечно, там еще и высшую математику давал Иван Иванович Шамаев, тоже это очень важно, хотя для школы, может быть, вначале это рано, но позже мы все поняли, что действительно... Насколько большой вы задел уже имеете. Да, именно базу, расширяя да. как бы, сложные задачи, необходимо тоже решать. Вот. Дальше университет. То есть я раньше в те времена приезжали центровузы сдавать экзамен, дворец приемной комиссии все время. И в Губкино я поступил. Но туда не поехал, а поступил сюда, в местный госуниверситет, тогда назывался ФИСФАК, физический факультет. ЕГУ-ФИСФАК. Да. Я тоже ЕГУ-ФИСФАК. На радиотехнику я поступил, сразу пригласили на второй курс, но я решил с первого курса полное студенчество как бы. Потом дальше предлагали в Томский, ТУСУР, перейти на радиотехнический, но тоже все полностью с третьего курса должны были перевести, но я остался и завершил обучение с красным дипломом. Дипломный проект писал я в Якутская комплексная установка широких атмосферных ливней есть в Бактемцах. Многие, наверное, знают. Это уникальная установка, единственная в России, которая регистрирует широкие атмосферные ливни. Таких установок всего 3 в мире. Там дипломно 2 месяца я жил, дипломный проект защитил, и меня пригласили в аспирантуру. Также я был стипендиатом гранта президента в студенчестве, был лучшим выпускником и прочее. И пригласили в космофизику. Но мой однокурсник, вот это как раз уже вступление в науку, защищал проект по георадарным технологиям. И меня это очень удивило. Я посмотрел, как томограф. На глубину 30 метров под землей можно смотреть, да, что там есть, и в полезные ископаемые, и в инженерке и так далее. И меня это очень заинтересовало, я пришел к этому руководителю, я узнал, где он работает, Институт горного дела Севера, пришел и сказал: Александр Васильевич, я хочу заниматься вот этой тематикой. Вот этой направлением. Да, направлением. И можно баклажанчики, пожалуйста. И эта тема меня заинтересовала, но он сказал, что мест нету. То есть в этом году у него аспирантуры нету, принимать не будет. Но я в течение недели каждый день к нему ходил и говорил... И клянчил. Не совсем клянчил, но я сказал: пожалуйста. Как много вы потеряете, если не возьмете меня. Ничего себе. Рекламная пауза, да? Как говорят, сейчас В общем, он сдался, сказал, что да, есть места в Институте мирозаведения в аспирантуру. Если туда поступишь, то я буду внешним научным руководителем. Что и было. Я кого-то там выбил, извините. Там было 5 мест, 8 человек, я был неплановый. Как говорится, я пришел. мне очень надо было. У меня была неделя обучить, я же радиофизик, как бы, и вот это инженерное мерзлотоведение, общая геокриология, там очень много, это для меня незнакомые предметы. У меня была всего неделя, я взял кучу книг и за неделю забурился. Лук как? Лук только севок. А вот этот большой? Большой, ну можно частично, он для мяса, да, это можно просто так бросить. И я думаю, вот эти вот, так вот, наверное, вот так можно пополам. Это для мяса. Так. Для мяса как? Для мяса кольцами. Кольцами. Отлично. Где-то, полсантиметра, чтобы просто на него положить. Спасибо. Так. Вот, и вот начал заниматься георадарными технологиями. Дальше, потом через 2... Почему именно вот это направление? Ну, как молодому пацану, да, представь себе тогда, как выбрать такое, какое-то направление? Что тебя, скажем так, привлекло в большую очередь? Именно в науке? Нет, именно в этом направлении, да. Потому что ты вроде занимался одним, а вдруг резко, грубо говоря, соскочил. Хотя это все равно наука, да, но тем не менее.
Вот Институт космофизики, то есть космофизики исследования, они как бы фундаментальная наука. Это действительно очень интересно, как это межпланетарная, это галактика, как откуда приходит новое зарождение новых звезд там, и так далее. Мы регистрировали. Я написал там процедуру к программе для регистрации широких атмосферных ливней. Это энергия частица, элементарная частица с высокой энергией, которая приходит. И по ним, по углу зенита, азимутально можно определить, откуда она пришла. Тоже это очень интересно, но больше мне интересовало именно прикладное. То есть вот это георадарные технологии, они именно имели прикладную науку, которую можно было использовать уже непосредственно. Уже вот здесь и сейчас, Да, ну, грубо да. говоря, так, да. Так. В этом отношении это меня как бы подкупило. Ну и в целом мне было вот действительно очень интересно. Но изначально в студенчестве я уже знал, что пойду в науку. Мгм. И я понимал это даже с точки зрения... А это вот откуда? именно- Ну, то есть каждый человек же, ну, вчерашний выпускник думает, ну, может, пойду, а может, не пойду, а может, Так, это у меня перцы полны. может, музыкой буду заниматься. Ну, условно. Да. Перцы как? А, перцы вот просто Откуда вот такая ориентированность? и пополам тоже, крупными кусочками. Ну, я достаточно, ну, с одной стороны, конечно, как творческий, мне нравилась творческая работа, то есть это любознательность, познавательность, там, и к природе, допустим, северяне, мы очень вот любим природу, и у нас да. есть небольшая такая связь с природой, на самом деле это очень, в основном северяне любопытные, любознательные, Да, это очень, насмотренность, да, очень большая. и да. это как бы тоже как черта характера ну, северных народов. Но больше, ну, с одной стороны, это то, что я понимал, что в 90-е годы был серьезный отток от науки, и через 15-20 лет будет дефицит кадров, квалифицированных в науке, это докторов даже тогда. и кандидатов, да, уже в студенчестве. Я понимал, что это через 20-25 лет, если я буду там доктором или кандидатом, то я буду уже, ну, на коне. Очень все виноват в этом я тоже. Потому что я вроде как тоже наукой начал заниматься, в аспирантуру Пересуда? очную закончил, Тоже туда. но не защитился, а ушел в бизнес. Ну вот видите, да, как говорится, реалии того времени, другие, может быть, какие-то ценности. Действительно, что-то очень много получилось. Да, очень, очень много получилось. Класс. Помидоры? Привет. Помидоры после начала 15 минут запекать, и потом можно будет сверху на 15 минут, потому что они сильно запекутся как бы. У нас вообще праздник на толпу. Семен, я смотрю Да, я смотрю, согласен с тобой. смотрю и не нарадуюсь просто. Так, дальше. Так, мы овощи, что сейчас нужно сделать? Уже все в духовку или что там Так, заправить? нужно заправить маслом. Так. Ну, и специи. Тут Какие специи травы. используешь? Ну, вообще, если овощи хорошие, вообще любое значит, блюдо, она, если продукты хорошие, то есть она всегда будет, ну, Ну вкусной, да. как бы. Поэтому, Как говорится, сложно испортить. да, чем проще, тем лучше, на самом деле. Но в данном случае я приготовил специи, это специи, значит, разнотравия. Это вот это, да, вот это можно использовать. Там, значит, это, ну, греческие специи. Мгм. Нужно так посыпать. Сухой чеснок, да? Да, сухой чеснок можно. Можно применить просто чеснок. Вы вот говорили то, что бываете на полях, и то, что вот вы берете свой, в основном, такие сухие Да, приправы, да? безусловно, да, они хранятся лучше. Это к мясу. к мясу. Попозже. попозже. Это ягода можжевельника, тоже Мясо. к мясу, да. Тоже к мясу. И клюква тоже к мясу. Хорошо. Все, Все, здесь можно сейчас перемешать. давайте сами сделайте. Да, мы это, как бы, грубо говоря, даем кусочек любви, Это жамкаем. тоже к мясу. Да, это уже при... Хорошо. И на какое-то время в духовку, да, это? Да. Под на- фольгу или нет? Нет, ну, есть два варианта. Под фольгой, но потом все равно надо ее открыть, чтобы выпарить. Но я думаю, вот в данном случае можно просто его поставить, Да. запечь. И потом через, ну, там на времени немного, наверное, на 200 градусов, на 15 минут. Потом через 15 минут помидор сверху просто поставить. И тоже на 15 минут его. Давайте сделаем так. Сразу помидоры приготовим. Да, попробуй. Я действительно обедать сюда приду. Очень много. Круто. Ну, всё, в принципе. Итак, Семен у нас унес наши овощи. Мы
Наш черед заниматься мясом. Приступаем, да, мясо. Да, приступаем к мясу. Как ты его Значит, делаешь? Да, есть два варианта. Ну, много вариантов, конечно, много. Да. Можно все в одну Но в нашем фольгу. случае 2. Да. Фольгу. Но я делаю каждое мясо отдельно. Допустим, это очень хорошо, когда, допустим, если семья большая, то каждый может выбрать, и особенно дети любят, когда выбирать разные У каждого приправы. свое. Да. И там разные приправы. И мы сегодня Не происходит никаких драк. так сразу разложим здесь у нас. В 2 слоя, да? Нет, это А, для ты каждого, да. подготавливаешь. Все понял. Так. Добротные кусочки фольги подготавливаются. Так, и приправу мы применяем 3. Ну, значит, это вот здесь, значит, Так, хмель сунели, так. карри и Карри. аджика. Ага. Да, мы их перемешиваем в равные порции. Это 1 столовая ложка. Хорошенько. В равной. Я могу вам, да. Значит, Давай. Вы можете перемешивать. Да, давай. Я хоть какое-то это Чтобы, да, Действо. экономить время. Внизу обязательно выкладываем лук. для сочности, Да. для соку, чтобы лук дал, да? Семен очень хорошо нарезал. Берем мясо, промыли. Это вот жеребятина. Вот, значит, ложим сюда. А, практически стейки получается. Значит, вначале надо, Да, вот это, да? значит, да, здесь необходимо посолить и поперчить. Потому что здесь соли не хватает, хотя в хмель-сунели там есть соль. Ну, все равно соль нужна. И перец тоже нужна? Да, перец тоже. С обоих сторон. Да, с обоих сторон. Ну, вообще, да, желательно разложить, и нужно, чтобы она впиталась, допустим, на некоторое время. Ну, у нас так как Времени не ограничено, так много, да, но мы Здесь уже можно. обойдемся так. Перемешается в животе. Значит, добавляем приправу немного Мгм. с двух сторон. Да, мы, дорогие телезрители, делаем в оперативном, скажем так, режиме. А для того, чтобы вообще еще вкуснее было, можно вот так сделать, ну, оставить мариноваться какое-то время, да? Да, это уже фольге нужно дать отдохнуть мясу. Да. Примерно там минут 40, час. Да, можно дольше оставлять. Да, так. Значит, Забыть на день. вот так. Шутка. И сверху также опять же подушка Да. из лука. лука, Да? который, можно сказать, маринует, когда мясо отдыхает. И сюда я добавляю клюкву, М, то есть как сверху. мороженая клюква. Да. Для В вкуса. принципе, кому нравится, потому что там выделяет очень, сок, Мгм. и клюква пропитывается, и ее тоже очень вкусно есть вместе с мясом. Ну да, но потом уже останется. Кто-то добавляет И брусника. Ну обязательно. вообще ягоды вообще они реально действительно украшают. Можжевеловый. Можжевелые. Да, можжевельник, ягоды. Но не больше 4. То есть он все равно Ну, дает она непикантный она вкус. довольно терпкая, да. Да. Заворачиваем. Заворачиваем так, чтобы сок не уходил. То есть Ага, ну, чтобы он там- стараясь не продырявить, Да. скажем так, да? верно. Это мясо готово. Так. Всё, можно И можно пока вот здесь откладывать, а потом уже на противень мы соберем, да и Да, также, значит, Да. выкладываем лук. давай тогда быстрыми манипуляциями. Ага. Так. И чтобы разные были, вот там, допустим, были вот эта смесь приправ, то вот это можно просто классически сделать. Это просто соль, перец, А, вот так. да, Так, у нас тут соль что-то потому что немножко запроблемилась. А, нет, все нормально. так можно. По очереди. Все, Отлично. хорошо. Здесь это просто классическое, потому что мясо Ага. это жеребятина, татинская, из Так. черкеха. Поэтому, в принципе, она как бы сама. Ну и сюда можно добавить можжевелу, Ягоды но не уже будем? без этого, Без ягод. с ягодами. А, с ягодами тоже? А, ну без Да, специй. без Все понял. специй. Держи ягоды. Заворачиваем. Разворачиваем. И важно, вот почему я принес маркер.
Так. Здесь надо отметить, Кто где? что да, что это вот, ну, жеребятина Да. и то, что без специй. То есть здесь просто там вот это клюква, можжевельник и соль, перец. Все. Здесь, Научный эксперимент, да. Да. Где какая проба? здесь грубо говоря. соли, жеребятина, Все, мы увидим это, клюква да, уже. и можжевельник. Да, ну тоже, как бы так, выход из ситуации, да? Так, дальше. А не на удачу. Это уже сахатина у Да, нас. сахатина. Кусок мяса. Здесь также выкладываем лук. Да, ну вот вообще классика получилась. Все полностью. Так, это уберем. Так, Перец, да. перец, соль. Перец. Ага. Я переберу. Еще перец. Перевернем. Так. Тоже перца и соли. Спасибо. Отлично. Здесь обязательно надо добавить Тоже. можжевелку. Да, сейчас вначале лук. Лука положить. И ягод Можно, тоже. да. Здесь вообще на самом деле можно экспериментировать и подходить творчески. Можно сюда и, не знаю, кто как любит, можно и ананасы, можно Ну там да, да, всё, что чего угодно. только. И Некоторые бруснику. мандарины, апельсины, да вообще Да, все реально. для чуть ли не под- дикого северной оленя можно добавлять в том числе и бруснику. Брусника, Да. еще соус вываренный Даже вообще багульник. идеально подходит. Багульник, да. но очень, совсем немножко, он тоже специфический имеет вкус. Кстати, мы в поле, когда работаем, достаточно интенсивно, вот этот багульник болотный, он добавляем в чай, и он дает очень много энергии. Наверное, как охотник, наверное, знаете. Да. Поэтому, но его много нельзя, он, конечно, такой специфический, и он немножко ядовитый. Да, давай мы закончим манипуляции уже с мясом все. Давай. Перца, соли, Переворачиваю. также. Ягод. Вот. Так, мы справились с мясом, мы зовем нашего Семена. Семен, пожалуйста, да, это чуть-чуть отдохнуть, собираюсь. возьмем паузу и все, залаживаем в духовку. Да, телевизионный эфир нам позволяет, и вот сейчас наконец-то мы нормально поговорим. Итак, мы дошли до того момента, как ты пошел уже, выбрал свое, скажем так, ну, старое новое направление, то, чем ты сейчас занимаешься. Хорошо, как говорится, что было дальше? Дальше. Мгм. Дальше аспирантура, Мгм. то есть завершение аспирантуры. Ну и во время аспирантуры я занимался еще научно-организационными делами, то есть общественными. Уже? То есть, да. Да. То есть уже, Я знаю, что ты сейчас руководитель Совета молодых ученых. Да, все верно. Да. Мгм. Мгм. Также могу сказать, что мы в 2012 году, значит, обосновали проблему, то есть и как ее можно решить. Проблема это связана с кадровым провалом в науке, потому что есть старшее поколение, которое больше где-то 70 лет и старше, Мгм. и среднего поколения его мало. Да, действительно. Ну, здесь я хотел бы тоже поблагодарить руководство республики. Мгм. Вот Михаил Ефимович Николаев, когда вот именно вот старшее поколение не говорят, что была вторая строчка. То есть для того, чтобы сохранить научный потенциал в 90-е годы, конечно, все равно отток был, но у нас в регионе он более мягко прошел, можно сказать. Потому что, Сглаженный, да? да, если Мгм. сравнить с другими регионами, допустим, вот Мгм. Сибирского отделения, допустим, Омская область, Забайкальский край, конечно, мы выглядим намного лучше. И это очень важно, сохранение научного потенциала, научных школ. Мгм. И- Потому что преемственность науки, ну, как нигде, очень важна, потому Да. что, да, передавать... Безусловно. Да. Есть даже такая фраза, что мы стоим на плечах гиганта. Ага. То есть то, что фундаментальная наука, она развивается только именно путем из поколения в поколение передачи, Ага. и чтобы научные направления не пропадали. А у нас есть научные школы здесь, это институт мирозатоведения, там, ну и многие Да, другие. очень серьезные, да. Да. И здесь очень важно предугадывать, то есть смотреть именно на стратегически на 20, на 30, на 50 лет. И, грубо говоря, если сейчас мы не переломим, не изменим вот эту ситуацию, то через 15 лет, когда старшее поколение все равно у нас эта жизнь, естественно, уходит, то у нас наука сиротеет. Она сиротеет и по всей России, и это знают федеральные
значит, федеральная власть, и поэтому сделали десятилетие науки, проводит очень много разных грантов для молодежи, то есть очень много мероприятий для того, чтобы и популяризировать, Привлечь. и просвещать, Да. да, и привлечь талантливую молодежь к науке. Мгм. И вот наш фонд, который мы создали, мы его обосновали в 2012 году, в 2013 году он начал работать, и в прошлом году мы отметили десятилетие. Действительно, он достаточно эффективно себя показал, потому что благодаря нему защитилось 55 кандидатов наук, 3 доктора, более 450 человек получили возможность опробировать свои результаты в разных городах, ведущих школах, не только в России, но и в мире. Мгм. Это очень важно. Вроде бы это небольшие цифры, но для небольшого региона это серьезный такой повышение. Если бы возможность была бы финансовая побольше, потому что мы выиграли 2 гранта президента Российской Федерации, там по Минтруду брали федеральные гранты, республиканские гранты брали. Если бы финансов было бы больше, то эти показатели были бы выше. И поэтому вот мы хотим, чтобы вот в этот фонд, это любой человек, то есть советы молодых ученых, это молодые ученые, порядка 600 человек нас, и где-то 390 аспирантов, это почти 1000 человек, которые не только занимаются наукой, но и в том числе, возьмите «Шаг в будущее». Вы, Да. по-моему, участвовали тоже. Да, в «Шаг в будущее». Я смотрел передачу с Михаилом Михайловичем. Да, как раз Серосов Михаил здесь Да. был, да. Я оказался, был одним из первых, кто участвовал, 96-й год, по-моему, да, 96-й, 97-й год, да. упустил. Как раз я университет заканчивал, и я вот там Да. докладом выступал. Я упустил момент. Я тоже, когда в школе учился, принимал участие в «Шаг в будущее». И это тоже повлияло на выбор пойти в науку, конечно. Ну да. Да, и вот молодые ученые, они являются экспертами. Вот я являюсь председателем секции в республиканский «Шаг в будущее». Там есть, кроме республиканских, и городские, районы и так далее. И, конечно, молодежный десант, совет молодых ученых, они являются не только экспертами, но являются еще консультантами. Потому что большое спасибо учителям, которые занимаются школьниками в науке, но все равно нужно консультирование именно в том направлении, которым они занимаются, потому что учителя не могут знать все. Поэтому в этом отношении вот совет молодых ученых и молодые ученые, мы как раз направляем ребят в разные районы для того, чтобы экспертировали работы. Поэтому это такой пласт, что молодежь, она развивается. Я вот рекомендую родителям направлять детей, даже если он не пойдет в науку, именно творческий подход, он развивает и критическое мышление, и в жизни... Решение нестандартных задач, Да. самое главное. И да, это в жизни очень пригодится Ну в да. будущем. А сейчас насколько сильно молодежь интересуется наукой и вот, тенденции, скажем так, да? Что было тогда, что есть сейчас? Ну, вообще, в целом, по статистике... В целом, да. Статистику, да, возьмем. Да, родители, где-то 65% родителей хотят детей отдать в науку. Это, Сейчас? Да, сейчас уже, это вот последняя статистика. Мгм. И это действительно здорово, потому что... Это допустим, очень много, я бы лет сказал. 10 назад картина была иная. Мгм. Я удивился, что даже пошли реклама и популяризация науки по всем направлениям. То есть в том числе и даже в телевидении пошли реклама, что наука, мысли, Да. наука и так далее. И поддержка государственная идет. И государственная поддержка идет, в принципе, но она становится более грантовой, то есть именно необходимо инициативные проекты делать, разнообразные. И в этом отношении, конечно, просвещение. Вот упустили момент 90-е, это вина и самих ученых, когда раньше говорили, нужно заниматься наукой, и второе — это передавать знания, то есть просвещение общественности, популяризация науки и так далее. Вот эта вторая в 90-е она пропала, уменьшилась, значительно уменьшилась, и поэтому общество, даже можно сказать, порой иногда негативно относится к научным деятелям. Потому что Зачем этим нужны столько ученых? да, Да. даже там... Ничего нового не придумано, ничего нового нету. Вот как жили да, 20 лет сидят, назад, так и живем. протирают штаны Да, и так так и далее. так. На самом деле, если посмотреть, то это наука, она развивает основные столпы. Это Ну да. образование, это технологии, инновации, это в том числе и медицина. Медицина — это очень важное направление, допустим, здравоохранение. Потому что если радиотехник может испортить плату, сжечь конденсатор, то хирург или врач может, конечно, уже это и речь идет о здоровье и так далее. Да, Поэтому в человеческой этом жизни. отношении, Да. именно научный потенциал у нас в регионе, я вижу, что он развивается сейчас, и наше руководство тоже поддерживает, потому что есть гранты главы, гранты и так далее. И в этом отношении, если мы еще усилим поддержку, то в будущем мы вот этот кадровый вакуум компенсируем. То есть мы за счет повышения квалификации молодых ученых и привлечения талантливой молодежи компенсируем тот кадровый вакуум, который 50-летних очень мало, чтобы мы Который сейчас спокойно есть. перешли. Да. Да. И тогда через 15, через 20 лет это будет проще. Тогда, когда мы обосновывались в 2012 году, мы видели, что, и это как раз мы это и смотрели, что действительно сейчас очень серьезная убыль идет. То есть порядка 3-5 докторов ежегодно у нас уходит.
То есть доктор, чтобы докторскую защитить, это, грубо говоря, если мы через 15 лет начнем развивать, там, допустим, вот эту науку, ее будет невозможно. Будет поздно, Даже да. можно вложить там десятки миллиардов, но будет невозможно, потому что людей уже не будет. Ну, да. А пока есть аксакалы науки и могут передать, необходимо сейчас помочь в этом отношении. Там небольшие деньги нужны, на самом деле, для того, чтобы вот это вот проблему решить. Скажем так, довольно глобальный и серьезный вопрос это. Да, Да, потому что я привожу всегда пример. Допустим, в каком-то регионе, к примеру, в Якутии, создать новый институт по какому-то направлению, это невозможно. Это надо сюда привлечь 7-10 докторов, чтобы из Москвы и Санкт-Петербурга они То есть вышли какое-то из зоны новое, комфорта, вообще новое направление приехали сюда. Да. Да, нужно выпускников там МФТИ, МГУ позвать сюда, и здесь местных тоже привлечь, чтобы они развивались. И в течение 10-15 лет может что-то получиться. Но это даст эффект только в это время. Потому что чтобы воспитать одного доктора, это необходимо 20 лет. То есть, если спохватиться после 15-20 лет, это будет уже поздно. Вопрос очень такой. Советская наука всегда считалась самой лучшей. Ну, мы всегда говорили, что да, вот Советский Союз, у нас вообще все самое лучшее было. Но и причем это и факт, потому что очень много советских ученых, которые реально на слуху, чтобы там сейчас не говорили, да, западные, скажем так. Это немножко вопрос конфронтации. Но ты как человек, который получал стажировки, который преподавал, который выступал с лекциями во многих странах, какие, может быть, подчеркнул для себя ключевые особенности? Ну, допустим, я знаю, что ты в Японии, в Германии, где-то еще в других странах, да, в Китае, да, по-моему, да. Да. Какие ключевые особенности? Ключевые особенности? Ну, я могу сказать про свое направление, да. по георадарным технологиям. Конечно. У нас в России выпускают две компании. Одна старая компания, это Logis Geotech, выпускает серийно георадары, в том числе и по результатам наших разработок, там один из низкочастотной антенны линейной диполигерц выпускает в Подмосковье по нашим разработкам. И это в серию тоже сейчас пошло. В серию пошло другое, у нас были 30-60 МГц, сейчас 50-100. И когда мы вот раз в 2 года проводятся международные конференции, где проводятся выставки, порядка 16 компаний в мире производят георадары. И наши георадары, они не уступают, то есть порой превосходят по некоторым параметрам зарубежные импортные радары. Поэтому наши котируются, тоже они продаются, и Китай их очень, и Индия покупает. Да, я вспоминаю наш разговор, как опыт твоей работы именно в Китае, да, там что у них тоже в горах есть мерзлота. Расскажите чуть-чуть про это, да, как бы интересно. Да, действительно. Кажется, как будто институт мерзлотоведения, это мерзлота только в России. Только у нас, да, в Якутии. На самом деле, мерзлота, 65% территории России это занимает мерзлота. У нас, допустим, под Якутском 250-300 метров мерзлоты. В Китае горная мерзлота. Там 100 метров, это сверху от поверхности мерзлоты. Начиная с 3800 над уровнем моря, 100 метров это горная мерзлота. И они сталкиваются с такими же проблемами. Я могу простой пример привести. Если на машине ехать, шикарные дороги, поднимаешься на Тибетское плато, на высоте 3800 начинаются дороги, которые у нас были лет 10 назад в Якутске. Так, но какие у нас есть сейчас, по большому счету. Ну, не везде, да. сейчас уже более лучше. А потом мы ругаем, дорожники дороги не умеют делать. Ну, вот это Но все. они не могут решить. У них есть финансы, у них есть, и они начинают привлекать. И действительно, с нашего института 4 человека были приглашены по программе «София», это приглашение ведущих ученых, в том числе попал туда я. И мы обучали китайских аспирантов. Вот я обучал, у меня было 5 аспирантов. И обучали разным методам. То есть методам работы с импортными, там, включая разными с европейскими, с североамериканскими георадарами, применять их для изучения геохронологических процессов. Ну, то есть это, простым языком выражаясь, как ведет себя мерзлота в течение климата, ну, чтобы каким-то образом прогнозировать. У них еще хуже проблема, потому что если у нас мерзлота, она минус 7, минус 5 градусов, она достаточно энергии много, то у них она вялая. То есть идет минус 2, минус 3, то есть это небольшое изменение климата при поверхностной температуре, она начинает таять. И там вот эти процессы, то есть начинает вода замерзать, расширяться. Как говорят, тектонические сдвиги. Нет, это больше другая дело. Чуть другое, да? Другое, да. И там у них задача была какая? Когда было подписание, еще не было подписано, уже начали строить высокоскоростную железную дорогу Москва-Пекин, Китай начал уже строить в сторону Москвы вот эту железную дорогу, и они столкнулись с серьезной проблемой пучения грунтов. Это такая инженерная задача в мерзлотоведении. И они хотели сделать, чтобы поезд двигался быстрее, чем в Японии, Шинкансен. Шинкансен, да. Да, это более 400 км в час, а при такой скорости там небольшие 2-3 сантиметра изменения полотна может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому они сразу начали пробовать, какие методы можно, чтобы таких проблем не было. И вот
до сих пор решает их. До сих пор решает. Ну не решено еще. Да, это Ну, вопрос потому что еще 400 не решен. километров, это, конечно, да, это сумасшедшая скорость, конечно. Итак, мы взяли паузу, Семен нам уже принес наши овощи и, кажется, несет уже мяско. Да. Много мяса, да. У нас все готово. У нас вот надписи отстались, слава богу, маркеру. Ну и что, осталось сервировать и Да. самая любимая часть передачи Да, вот берем салаты. пробование. Я вас попрошу выложить салаты, чтобы на тарелке, чтобы можно было это мясо вот, положить туда. Да. вот такую подложку сделать, да? Да, всё верно. Все, понял. Здесь мы Вот так, достаем. правильно? Ага, все верно. Я побольше вот это возьму. Это у нас сахартины. Иногда некоторые открывают и еще в духовку ставят, чтобы было меньше воды. Мне нравится вот этот сок. Это Сок, да, натуральный конечно, сок. конечно, Его его можно же макать, его можно там использовать. Иногда, когда, допустим, в будни готовишь, Я уже начал. да, используешь, допустим, не обязательно овощи, можно использовать гречку. Допустим, я люблю очень гречку, и гречку тоже можно, в принципе, в этом Соком использовать. заливать. Да. Потому что гречка сухая сама по себе. Здесь вот если Да, можжевельник у нас очень хорошо с мясом кроется. вот. И можно выбирать. Кто вот это, допустим, Давайте как тарелку раз возьмем, разнотравие, да. овощи. Да, давай, Разложим. вот, вооружайся, иди. Да. Так. Давайте овощи. Так. Ну, салаты. Здесь я приготовил обычно рукколу использую, но вот здесь сегодня я принес шпинат. То есть, в принципе, вот клетчатка, она тоже важна для усваивания. Усваивания, мяса, да. усваивания. Мы Да, тут все время это- угораем, что Якут траву не ест, но сегодня он будет. Так. Потому что это Можно, важно. наверное, какую-то ложечку. Ложечку? А ложка Да, тоже есть. положить. Что ковырять, да? Я, наверное, попробую. Я так понял, каждый сам за себя. Да, передача у нас заканчивается, нам намекает, что уже все, потихоньку сворачиваться, хватит уже. Вам железину положить или... Да я б сахатину, Да, я б ну, хорошо. сахатину. Да, Вот этот. Хорошо. Жеребятину, как говорится, я ел вчера. Сегодня. Это О, вот с травами, со специями. да, я вижу, можжевела. Я уже сок уже отпил. Мгм. Умеете. Давайте. Так, это чей? Да. Ну что, действительно, да, самая вкусная часть передачи. Давайте, друзья, приятного аппетита. Что у нас получилось, давайте попробуем. Нож есть. Вот все. Отлично. Не добавить ничего. Да, как говорится, не добавить, не прибавить. Иван, спасибо большое за интересную беседу. Да, и у нас такая добрая традиция. В конце нашей передачи, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, как бы это банально не звучало, я всем желаю крепкого здоровья, не только физического, но и психоэмоционального. Быть внимательным друг к другу, быть добрым, доброжелательным. И таким образом мы все, те, кто живем в городе, в республике, сможем здесь создать такую атмосферу добра, доброжелательности, вежливости. Вот я хотел бы пожелать быть друг другу более внимательным. Спасибо. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Иван Христофоров, ведущий научный сотрудник Института межзлатоведения Сибирского отделения Российской академии наук. Иван, спасибо еще раз за угощение, за интересную беседу. Семен Тарбахов, я Петр Цупандин. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте действительно как мы. Реально, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. Да. А мы продолжаем. А мы продолжаем кушать.